Новобранцы внимательно слушают напутственные слова и пожелания от военного комиссара республики. Через несколько часов они отправятся служить в войска Национальной гвардии. Исмаил Султыгов отточить строевой шаг уже успел. Воспитанник Горского кадетского корпуса намерен служить добросовестно и продолжить службу по контракту. Контракт я ездил служить служить по контракту В составе группы призывников проходить службу в войсках Росгвардии предстоит и Хасо Ахмадову. Новобранец честно признается, связывать свою жизнь с военным делом в дальнейшем не планирует. Просто сегодня без военного билета никуда. Прежде всего, я стремлюсь получить военный билет и хорошее рекомендательное письмо для поступления в хороший вуз. Планируешь ты свою жизнь связать с военным делом? Скорее всего, нет. У меня брат военный, он рассказывал, так мне интересно было, так не стремился я стать военным. Дисциплина – это слово, которое я ассоциирую с армией, потому что там подъем ранний, ложаться спать вовремя, все это. Про вас можно сказать, что вы дисциплинированы? Да, конечно. Эта группа из 10 человек будет служить в Екатеринбурге. Там новобранцы пройдут подготовку по нескольким направлениям. Патрулирование местности, несение дежурства по охране правопорядка и многое другое. В пути им выдадут сухпайок и все необходимое. Все необходимое – это вещевое, это сухпайки, которые им даются в пути. Также меры противоэпидемические тоже предприняты. Это им выдаются маски, перчатки для того, чтобы они пользовались на пути следования. Все меры по недопущению заражения предприняты. Также и на сборном пункте предприняты все меры. Проводятся все эпидемические меры. Это дезинфекция помещений, территории прилегающей. Также кабинеты и помещения, вот куда заводится у нас вторая, да? Новобранцы в военном комиссариате республики уже ознакомились с условиями будущего пребывания и содержания в военных частях, обменялись контактами с представителями воинской части. Конечно, мы непосредственно разговариваем с представителями частей, узнаем, каковы условия прохождения службы в их частях, каковы условия проживания и так далее. Помимо этого, мы направляем в адрес командиров частей письма по поводу того, что в случае какого-либо совершения неправомерного действия со стороны наших призывников, чтобы они сразу же выходили на связь. Доблестная служба в армии отмечается в рекомендательных письмах, так что положительный отзыв о призывнике – это возможность по приезду домой трудоустроиться в войска Росгвардии. Это уже 6-я отправка новобранцев в рамках осенней призывной кампании. Адам Мережков, Мухаммад Белакиев, Новости 24.